Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что о вас говорят? Какие разговоры ходят о вас за вашей спиной? В общем, посмотрим, что о вас сплетничают. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, ну и давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какая вы интересная. Смотрите, вы стоите в центре, и в руках вы держите плетку и ключ. Да. Смотрите, вот он ключ, и вот она плетка. Действительно боятся, знают, что вы сильная личность, что вы за словом в карман не полезете. И если придется, да, если вас принудить, вынудить, то вы обязательно эту плетку примените. Ключ говорит о том, что вы очень мудрый и знающий человек. Если кто-то в вашем окружении столкнулся с какой-то проблемой, дилеммой, бедой, все идут к вам для того, чтобы узнать ваше экспертное мнение, да, потому что вы эксперт, вам доверяют. Людям нужна ваша помощь, да, нужно ваше мнение, ваше решение, ваши отношения. Вы очень грамотный человек, вы очень много знаете. Возможно, у вас жизнь была очень богатая, да, у вас очень богатый жизненный опыт. В общем, о вас говорят как о строгой, но и в то же время очень мудрой женщине. Да? Вот как бы если проблема, то надо к ней. Она точно знает, она точно посоветует. И знаете, вот еще так показано, что в правой руке, да, то есть все ваши советы, все ваше мнение всегда оправдано, да, либо ценно. Люди этим пользуются, у людей результат, и все ходят, улыбаются, вам благодарны. Да? И дальше, значит, там паровозиком идет информация о том, что вы невероятно знающая и мудрая. Ну, а плетка у вас в левой руке, потому что вас в основном боятся нехорошие люди. Вы их за версту чувствуете. Вас очень сложно обмануть, вас очень сложно запутать. И даже профи в этом деле, да, в мошенничестве, в лицемерии, в обмане вас стороной обходят. Потому что если вы поймете, что вас обманывают, то вы крепко спросите, вы явно эту плетку примените и будете правы. Да, боятся. Вас враги ваши боятся, ваши недоброжелатели вас боятся. Боятся, потому что вы сильная, потому что вы отпор даете, и потому что их козни на вас не действуют, не воздействуют. Возможно, вы умеете себя защитить, и не только в физическом плане, да, может быть, и в эзотерическом, да, в энергетическом вы можете себя защитить. И вот козни этих недобрых людей все вот как в землю уходят, да, в пустоту идут. Не работает на вас, да, либо не работает так, как бы им хотелось. Да, может быть, они бы хотели вас там с лица земли стереть, а не получается и никогда не получится. Да? Вы умеете себя защитить, либо у вас врожденная очень сильная защита. Но опять же, мудрый человек знает, что делать, да, как себя уберечь. Если что-то неладное вы это почувствуете, конечно, вы будете с этим бороться и принимать определенные меры. Боятся и вот всякие там мошенники, всякие такие вот эти, кто любит там поживиться, вот вас стороной оббегают. Стороной и друг другу тоже про вас рассказывают, что вы такая женщина, вот лучше избегать, не попадаться на глаза, иначе сразу раскусите, иначе будет скандал и привлекут, и с тяжелыми последствиями.
Так, еще вас боятся сплетники, потому что, как я вижу, вы не один рот уже закрыли, да? Умеете так вот поговорить, либо воздействовать, чтобы сплетнику неповадно было дальше о вас говорить. И также, возможно, ваша репутация, она настолько вот чистая, выбеленная, я бы даже сказала, что никому и в голову не приходит верить в эти сплетни. Люди смотрят, пожимают плечами и говорят: да нет, вы что-то перепутали, такого быть не может. Да? Репутация незапятнанная, чистая, вот как, знаете, хрусталь. Вот настолько прозрачная у вас репутация. И вы себя сделали сами. Репутация, ну, буквально идет впереди вас. Кстати, у вас очень много заочных знакомых. А в плане того, что вы этих людей не знаете, а они-то вас точно знают. Да, вот такая еще информация пришла. Так, теперь давайте поговорим о том, как вы выглядите. Это очень важно. Ведь очень много сплетен рождается именно из-за зависти тому, как вы выглядите. Во-первых, передо мной очень стильная женщина. Женщина, которая умеет красиво одеться, стильно одеться. Вы умеете сочетать цвета, вы умеете подбирать наряды. И даже если у вас, например, нет какого-то определенного достатка, и вы не можете себе позволить какие-то люксовые брендовые вещи, вы все равно выглядите всегда идеально, с иголочки. Правильно подбираете одежду, правильно ее компонуете, да, сочетаете, соединяете. Всегда одеты по случаю. То есть нет такого, что люди там какой-то праздник, да, отмечают, а вы приходите там в черном. Да? Либо если это черное, оно столько элегантное, да, что оно все только подчеркивает. Вашу изюминку подчеркивает. По поводу лица могу сказать так. Вы моложе, чем те, кто ваши сверстники. Явно моложе выглядите. Причем моложе вы не только лицом, но и душой. Душа у вас очень молодая, очень веселая, озорная, светлая. По поводу внешних данных еще могу добавить, что у вас есть какая-то изюминка. Ну, вы все у меня разные, да, у кого-то, например, глаза очень красивые, глубокие, там реснички длинные у кого-то бровки идеальные, у кого-то ямочки на щеках, у кого-то губки пухленькие, у кого-то зубки красивенькие, да, у кого-то волосы шикарные, прям густые, красивые, у кого-то кудряшки, да, вот какая-то изюминка есть, а что вас прям выделяет среди других людей. Люди вашей изюминкой любуются, и многие завидуют, потому что они бы тоже хотели. Да, кто-то по-доброму завидует, а кто-то прям с черным сердцем и думает: блин, да как так, да? Почему она такая молодая, почему она не стареет, почему она не толстеет, почему она то, почему она все. Знаете, ну вот есть такие с гнильцой, с подлецой люди. В вашем окружении они, к сожалению, тоже есть. Такие люди часто распускают сплетни, что вы там на ботоксе сидите, на филлерах, что вы там себе, не знаю, там 10 пластик сделали, да, ну не может она в таком возрасте так выглядеть, да, ну не может, 100% пластику себе делала, подтяжку делала, там, ну придумывают, понимаете, вот придумывают на ровном месте. То, что вы за собой ухаживаете, в голову не приходит. А даже если вы ставите себе ботокс, а что в этом такого? Кто вам мешает? Ну идите, ставьте себе тоже ботокс, либо филлер. Вот. Но вы же так не будете выглядеть, как я, да? Тут еще внутреннее состояние. Тут помимо красивой внешности еще и душа красивая. Но вот мне идет, что вы выглядите гораздо и младше, и симпатичнее, чем те, кто вас окружают. Даже если человек младше вас по возрасту, ну вот бабушка и девочка, вот мне идет так. Да, может, люди не умеют за собой ухаживать. Может быть, люди, ну, что попало, делают, да, вот с фанатизмом, тот же ботокс ставят, либо там филлеры, да, в лицо. С фанатизмом, да, это все выглядит, ну, искусственно. Вот. А есть, которые так в меру, да, в меру, и вы понимаете, что вот хороший результат, надо остановиться. Да? Это нормально. Современный мир, он такой, да, он предоставляет возможности, но опять же нужно с умом ими пользоваться. Вот не зря у вас в руках ключ показывают. Кстати, вот еще этот ключ, вот пришла информация, позволяет вам к любому человеку достучаться, к любому,
к самому капризному, к самому надменному, к самому эгоистичному, к самому, не знаю, ушлому, да, к любому можете найти подход. Кому-то быстрее, кому-то помедленнее, ну, в своем темпе, скажем так, да, ведь есть люди очень сложные. Но если вы захотите, то вот этим ключом к любому человеку подход найдете, да, любое сердце ключом откроете. Ну, вот такая у вас сила. Вам бы вот за собой людей вести, да, быть начальником, руководителем, либо лидером общественного движения. Да, у вас бы здорово это получилось. Вы как созданы для этой роли. Так, еще какие разговоры о вас ходят? Кто-то говорит, что вы карьеристка, что вы ради там, карьеры, работы, продвижения по службе на все готовы. Но я этого не вижу. Я вижу здесь человека-трудоголика, человека, который перфекционист. Да? Вы просто свою работу любите, и даже если не любите, то стараетесь все делать правильно и идеально. У вас идеальный порядок, идеальная чистота в делах, на столе, там, на рабочем месте. У вас особый подход, да? Вы не допускаете грязи, промахов не допускаете, ошибок. Вы такая вот педантичная, да? Если что-то не так, либо вам что-то там не понравилось, что-то вас смутило, вы обязательно остановитесь, проверите, перепроверите, да? Вот никогда на самотек не пускаете. Вот есть такие, тяп-ляп и готово. Нет, вы не такая. Вот поэтому вас и обвиняют в том, что вы карьеристка. На самом деле нет, вы просто профессионал. Чем бы вы ни занимались, вы профессионал. Даже если вы домохозяйка, да, ведете домашнее хозяйство, там, готовите, убираете, вы это все делаете на профессиональном уровне. Ну, а недалекие воспринимают это как карьеризм, либо, сами понимаете, да, желание показуху, да, вот это устраивать, что вот у нее так чисто, потому что показуху устраивать, да, человеку в голову не приходит, что вам приятно жить в чистоте, в уюте приятно жить, но неприятно жить в грязи. Вот и все. Так, еще. Тут вам приписывают кучу романов. Я не могу понять, что это. Может быть, действительно у вас было много поклонников, есть много поклонников. Может быть, вы несколько раз были замужем. Может, вы умеете общаться, дружить, например, с мужчинами с противоположным полом. Но вам тут приписывают просто море, сотни, тысячи романов. Что вы там любого мужика, там тын-тын, да, уже ваш. Там просто посмотрела, подмигнула, и он уже все у ваших ног. Да? Что вам ничего не стоит заворожить, обворожить любого мужчину. Вот эти сплетни, они живут. И они очень живучие, потому что женщины, жены, например, невесты, они ведь видят, какая вы. Видят вашу энергетику и думают, а вдруг и правда, да, они своих мужичков от вас стараются прятать, причем подальше прятать. Да, вот страшно, страшно, неуверенность в себе, да. Эти девушки, женщины, они, скорее всего, в себе не уверены, да, поэтому так себя ведут. А могут даже специально, да, не приходить с мужьями, либо женихами, а могут где-то вас там увидели, перейти на другую улицу, если она не одна идет, а именно с мужчиной. Ну вот страх, что вы любого мужчину можете влюбить, там, причем за 3 секунды. Эти разговоры, они ходят. И мне еще кажется, что они прям с молоду у вас ходят, да. Вот прям, ну, чуть ли не со старшей школы, да, начали эти разговоры ходить. Подружки очень ревностно относятся. Да, они вас любят, они вас уважают. Но женихов мужчины не хотят вам своих показывать. Ну, потому что вы шикарная. Потому что вы действительно, да, вот ключ к любому найдете. Но они это путают ваше умение коммуницировать, да, коммуникативные способности путают с желанием там, всех мужиков покорить. Да, что вы там коллекционерка сердец. Вот. И если вы несколько раз замужем были, но вы, скорее всего, не хотели мириться, если мужчина был недостойный. Мужчина, который не мог сделать вас счастливой. Да? Вот есть женщины, которые готовы там, терпеть, десятилетиями терпеть. Терпеть, ну потому что, а куда я пойду, да, а у меня дети. А вы терпеть не будете. Вы хотите жить нормально, чтобы вам на голову никто не гадил, чтобы вам не нужно было как-то себя там принижать, а чтобы не нужно было как-то от кого-то зависеть, да. Вы такое не приемлете. Вот вышла замуж, поняла, что не мой, да, другая будет терпеть, а вы такая, нет,
я пойду и разведусь, я буду искать другого человека. То есть несколько браков могло быть, да, и поэтому такие разговоры пошли. Там романы были, да, с разными мужчинами общались, встречались, искали своего, искали. Это же не запрещено, нет. Просто так с бухты-барахты за первого встречного, поперечного нет. Вы никогда замуж не пойдете, никогда судьбу свою не свяжете. Ну, сначала нужно узнать, убедиться. Да? Вы такая. Вы молодец в этом плане. Да? Вы хочется сказать, разборчивая в связях. Ну, а вам приписывают обратное. Мужчины, с кем вы разошлись, я так понимаю, что распускают о вас сплетни, что вы слишком требовательная, что вы какие-то у вас правила, что вы неверная, что ли, да, вот как-то так идет, да, не могли смириться с тем, что вы их бросили, что они не смогли такую женщину удержать, удовлетворить, и не только в плане интимном, да, вот, и они могли спускать о вас такие сплетни, желая вам хоть таким образом тоже, знаете, как отомстить, что ты меня бросила, значит, я всем расскажу, что ты гулящая, да, либо что ты алчная. Ну, такие неблагородные вам тоже попадались. Пусть немного, но попадались. Так, родственники, я так понимаю, чьи-то родственники показаны. Почему-то ваши родственники считают, что вы им все должны. Вот все должны. С какой стати, с какого перепугу? Вот вы должны, что у вас есть, значит, типа делись. Да? Делись, давай, поддерживай. Мы же родственники, да, родная кровь. На самом деле это как-то неправильно, да. Каждый должен сам себе, в первую очередь своей семье, самым близким, там, детям, да. А потом уже, если есть желание, если есть такая необходимость, да, если человек там инвалид по состоянию здоровья, либо так сложились обстоятельства, ну бывает, да, вот могу помочь. А если на постоянной основе, зачем? Вы же имеете руки-ноги, ну берите сами, зарабатывайте, берите сами, делайте. Ну что ж вы меня как липкую обираете, да, вы такая, вы можете сказать нет. Нет, причем сказать так, что уже страшно будет второй раз просить. Но вы справедливая, да, вы точно справедливая, здесь это показано. Так, что еще о вас говорят? О какой-то силе говорят, о каких-то способностях. Вас очень многие подозревают в колдовстве, что вы не иначе, как ведьма, да, колдуете направо и налево. Ну, во-первых, мужчин всех околдовываете. Во-вторых, как-то, ну, по мнению людей, которые вас наблюдают, да, вы как-то легко выходите из проблем. То есть им в голову не приходит, что вы очень много для этого делаете, стараетесь, переживаете, да, добиваетесь своей правды. Вот им кажется, что вы буквально там, опять же, пальцами щелкнула, и из проблемы вышла, либо какая-то проблема отвалилась. Не хотят смотреть вглубь, да, видят только лишь поверхность. Но дуракам закон не писан, да, зачем на них обижаться. Ну вот подозревают, что вы... Ну вот мне идет, что именно с колдовством, вот в колдовстве, что вы колдуете, и поэтому вы такая красивая, молодая. В общем, говорят, такие разговоры о вас ходят. Может, вы и сами о себе слышали. Распускают их неудачники, распускают те, кто с вами в не очень хороших отношениях. Завистники такие разговоры распускают. Такие, знаете, неудачники, оправдывая свои неудачи, да, пытаются там сравниться с вами и говорят, ну она же колдует, да, она же там черной магией занимается. Хотя по этим знакам я могу предположить, что вы имеете отношение к миру эзотерики, вас, возможно, туда тянет, возможно, у вас есть дар, возможно, вы прям чувствуете, что мне это интересно, я хочу этим заниматься, у меня получается, например, что-то. Вот, опять же, это ваш талант. У кого-то действительно есть дар, это общая отсыпка. Но судя по тому, что ключ есть, вот чем бы вы ни занимались, вам все покорится. Вот как любой человек вам откроется, так и любое занятие, да, вы можете освоить, любой предмет можете освоить. Но передо мной образ очень сильной и прекрасной личности. Причем прекрасного не только лицом, но и душой. А сила ваша, она как и в силе вашего таланта, ваших способностей, вашей ментальности и сила характера еще здесь показана. Понятно, что у вас есть как и поклонники, так и недоброжелатели,
Кто-то восхищается, кто-то критикует, завидует и сплетни распускает. Говорят и то, и другое. Но вам нет равных. В вашем окружении равных вам нет. Это вы должны обязательно знать. Равных нет. Вы самая яркая личность среди тех, кто вас окружает. Родственники, коллеги, соседи, начальство, да, вот среди тех, кто окружает, вы самая особенная. Ну, вы, наверное, и сами это чувствуете. Так оно и есть. Мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.